Соберем цепь, состоящую из источника тока, ключа, амперметра, вольтметра и соединительных проводов. На специальной панели закреплены различные проводники. К источнику тока будем по очереди подключать эти проводники и сравнивать значение силы тока, которые покажет в каждом случае демонстрационный амперметр. Будем подключать исследуемые проводники, например, в такой последовательности. Первое. Никелиновые проволоки одинаковой толщины, но разной длины. Второе. Никелиновые проволоки одинаковой длины, но разной толщины. И третье. Никелиновую и нехромовую проволоки одинаковой длины и толщины. Учитывая, что напряжение в цепи постоянно, показания вольтметра не меняются, и отмечая с помощью амперметра значение силы тока в каждом случае, можно убедиться в правильности высказанного предположения. Таким образом, мы обнаружим, что сопротивление проводников увеличивается с увеличением их длины и уменьшается при увеличении толщины проводников. Сопротивление никелиновой проволоки меньше, чем такого же размера проволоки из нехрома. Перед нами схема с простейшим реостатом. Это натянутая никелиновая проволока. При включении в цепь один контакт неподвижен, а другой может скользить вдоль проволоки. Амперметр показывает, как меняется сила тока в цепи при перемещении подвижного контакта. Чем больше часть проволоки, включенная в цепь, тем больше сопротивление этого участка и тем меньше сила тока. Рассмотрим устройство ползункового реостата. В этом реостате никелиновая проволока, покрытая тонким слоем окалины, намотана на керамический цилиндр А. Окалина позволяет изолировать витки друг от друга. По расположенному вверху металлическому стержню может перемещаться ползунок Б. Контакты ползунка прижаты к виткам обмотки, и в результате трения слой окалины под контактами стирается. Электрический ток в цепи проходит от витков проволоки к ползунку, а через него в стержень, на конце которого находится зажим С. Другой зажим D соединен с одним из концов обмотки. Таким образом, ток проходит от одного зажима до другого через витки обмотки, число которых можно менять в зависимости от положения ползунка. На каждом реостате обязательно указывают его максимальное сопротивление и допустимое для его обмотки значение силы тока.